только за последние 8 лет количество высших учебных заведений сократилось в 2 раза. Бюджетных мест становится все меньше, туда сложнее всего попасть. ЕГЭ становится сложнее. А те, кто поступили на платное отделение, вероятно, не смогут оплатить свое обучение, потому что стоимость обучения в России достигла 70 тысяч рублей в год в среднем. И студенты также не могут в большинстве своем рассчитывать на какие-либо льготы, потому что они предоставляются очень узкой группе лиц. И вы знаете, что, например, до 2017 года они предоставлялись крымчанам, сейчас они предоставляются детям военных, принимавших участие в военном конфликте в Сирии. А для остальных людей не придумано ничего. Например, многодетные и малоимущие семьи не имеют никаких льгот. И это грустно. Про стипендии я даже не берусь говорить. Вот вы знаете, какая стипендия в первом вузе страны в МГУ? 2500 рублей. Это позор, это стыдно. И тем не менее, я абсолютно убежден, что в России живет талантливая молодежь. Вот Михаил затронул тему образования. У меня сыну 14 лет. Вы знаете, я не буду сейчас говорить ни про Путина, ни про Навального. Я думаю, кто здесь собрался, правильно, и так все знают. Я бы хотел сказать про другое. Я бы хотел сказать о том вопиющем случае, который произошел в Ухтинском, как он сейчас называется, индустриальном колледже, а именно про господина Завьялова. Мы прославились, в кавычках, на всю Россию. Руководство республики сказала, что оно осуждает, но никаких, как я понимаю, оргвыводов не сделано. И я считаю одну простую вещь. Такие люди не должны учить моего сына, ваших детей, ребят молодых, которые здесь стоят. Потому что с такими руководителями, в кавычках, от образования в России будущего не будет. Максимум, чему может он научить людей, это просто-напросто, ну не знаю, заправлять, ходить строем и спрашивать разрешения, задать вопросы и так далее. Мне это, честно вам скажу, не нравится. Я учился не в Ухте, я учился в Сыктывкаре. Возможно, там были полиберальнее преподаватели, у нас были дискурсы. Было все по-другому. Мне очень жаль, что за вот эти годы на наших глазах система образования так деградировала. Вот сегодня я вышла с тем, чтобы анонсировать новое движение, которое мы называем «Эти вечные 2% против роста налогов». Я хочу, чтобы все присоединились. Мы хотим это сделать по всей стране. Коммерсанты, индивидуальные предприниматели и просто люди, платящие НДФЛ. Там же сейчас как заявили? С 13 поднимаем до 15, всего лишь 2%. Это такая мелочь, что вряд ли люди побегут из страны из-за каких-то 2%. В общем, я хочу сказать, что мы 2% против налогов направили. Мы должны защитить себя сами. Только мы сами, нам не на кого надеяться. И поэтому, как у Достоевского, тварь или я дрожащая, или право имею. Вот, я хотел сказать вам, вот тут мне задавали вопрос, ну вот вы вышли, да, а что делать? Вот вы сказали, что все плохо, да, все вот это плохо, грязно и все такое. Кто из вас знает, как выглядит ваш депутат? Кто знает? Вот один человек. Ваш депутат как выглядит, вы знаете? От вашего района. Так, а вы его выбрали? Вы его выбрали, понимаете? Никто не знает. Вот никто не знает. Кто знает, как выглядит мэр? Это не специально было. Кто знает, кто как выглядит мэр? Ну так, тоже. Чуть-чуть. Кто знает, как выглядит губернатор? Замечательно. Кого из них вы выбирали? Как вы думаете? Нет, ну, депутатов вы выбирали. Депутатов вы выбирали. Губернатора вы не выбирали. Ну, мэра, как вам сказать? Я там подал заявку, и это было очень витиевато. Я просто хотел посмеяться, посмотреть, что будет. Вот. Так вот, что же делать, спрашиваю? Выбирать депутатов. Знать, как выглядит ваш депутат. Зайти на сайт
посмотреть, как он выглядит, где он живет и что он делает. Они же пишут отчеты о выполненной работе, о встрече с избирателями. Кто из вас был на встрече избирателей с депутатом? Даже я не был. Даже я не был, откровенно. Я знаю, как выглядит мой депутат, но я его не видел ни разу. Я даже не уверен, что он вообще в Ухте находится. Но он есть. И он получает мои и ваши деньги. Вы понимаете? Что делать? На выборах депутатов вы должны там быть. Вы должны выдвинуть кого-то из своих людей, договориться домом, договориться улицей и выдвинуть того человека, которого вы знаете, из которого вы сможете требовать. На выборах мэра мы должны выдвинуть человека, который будет заботиться о нашем городе. Да, правильно, у нас был мэр, который хотел якобы заботиться, а потом он сказал, что, ну, вы знаете, здесь такие административные препоны, поэтому я ухожу. То есть он побоялся бороться с вертикалью власти, с коррупцией, которая происходит чуть-чуть выше него и чуть-чуть ниже него. То есть, да, конечно, нельзя выдрать одного, вставить туда хорошего мэра, и бац, все получилось. Такого не бывает, естественно. Поэтому нужно действовать снизу, естественно. И мы здесь, на этом митинге, для того, чтобы об этом разговаривать, для того, чтобы вы об этом узнали, и для того, чтобы в следующий раз вы так сделали. Через несколько дней будет праздник Победы. Наверное, тут у каждого воевали деды, отцы, братья. У меня воевал отец. И он, наверное, не хотел жизни такой, как сейчас у нас сложилось. Для чего боролись наши деды и отцы? Для того, чтобы мы с вами жили хорошо. Но не складывается так у нас. Видите, то правительство у нас не такое, то мы не можем выбрать того, кого мы хотим, нам их назначают. И права наши, конечно, очень ущемлены. И я уж не буду ни за кого говорить, я хочу сказать за себя. Я живу в доме, который построен в 1942 году. Его 30 лет назад должны были снести. И из соседнего дома, такого же, как у нас, выселили людей всех в новую 9-этажку, и мы ждали тоже своей очереди. Но потом этот дом, из которого выселили всех, снова заселили, других. Вот. А мы так и остались. Но с нас требуют, чтобы мы платили за капитальный ремонт. Какой капитальный ремонт, если этот дом должен был снестись еще много лет назад? Вот жизнь такая складывается. Отцы наши не хотели такой жизни. Здесь молодежь говорила, что чиновники не хотят, не могут, не делают, и надо к ним почаще обращаться. Это бесполезно. К чиновникам обращаться нет смысла. Почему? Потому что их множится. Они устроены на работе, с них не спрашивают правоохранительные органы. Примеров по ЖКХ просто море. Не работает ни прокуратура, ни судебные приставы, ни ГЖИ. Государственная жилищная инспекция по республике Коми во всей России заняла последнее место. Это так работает государственная жилищная инспекция, которая обязана бороться с нарушениями в жилищно-коммунальной сфере.